Глава Ингушетии принял участие в совещании в режиме видеоконференции под председательством полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки. Если есть хоть какое-то изменение общего состояния или температура повышается, мы такого человека сразу отправляем домой. Не в полную мощность, но работает. Как, соблюдая меры безопасности, производят алюминиевые профили, расскажем о работе завода «Реак» в период пандемии. На первое место выходит тревога заболеть. Не только самому, и что может заболеть близкие ему люди. Потеря близких людей. Как сохранить внутренний баланс в условиях вынужденной самоизоляции в период пандемии коронавируса? На связи с населением психологи профильной кафедры ИНГГУ. Нам сообщают торговые точки, и мы их формируем. Наша бригада быстро формирует продуктовый набор, и мы выезжаем по адресам. А адреса заявки бывают уже заявлены по горячей линии. Тележка добра. Волонтеры ОНФ развернули акцию помощи пожилым людям и малоимущим многодетным семьям. Присоединиться могут все желающие. Вышли добровольцы. Там среди них был отец Газдиев, Лазошкина. И всего где-то 15-16 человек. Близится победный май. 75 лет Великой Победы. Вспоминаем имена героев 40-х. В семье Арсамакова хранят память о героическом предке Саадуле. На телеканале «Ингушетия» время новостей. Здравствуйте. Начинаем выпуск с главной новости. Буквально только что поступила информация касаемо начала священного месяца Рамадан. Бисмиллахи рахмани рахим. Вассалату вассаламу аля набийна ва хабибина Мухаммаду аля али ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Тагын вейтик лехта дольч календарьяга вейтик исла шабанды. исла шабанды халырцани тагын бот балго хуждды. Я باتسيقوني قاسم قوانطرة إطلاع دي شعبنا قواتش دي أرجع اشتديش عشان شيداهي دي تعالى تسعة متجر ويجا هنزة مكر مدينة تقبلج عالنا غير خبر دينت تقبلج لجنة الأرخاء بيتاش كديناش كتحسر حساب ديش تيح كنترول جلاتش لجنة تيرة تخنر تغير بارلا دي شعبنا مادات قانر دي تغير إسلا دي شعبنا قان سيرنا دال عندلي بوت بالجو حجد بوت بالجو نجاسنا مارخي بوت بو بلر خد أنا اشتقام بويك بيا سندال تخن مارخي بوت بيتك حيجي متجات يا از قان دي تغيت لا دي شعبنا دات قان تغيس لا دي خوان شعبنا قان سيرن ديش أنا راحي لا دي خا مك بالي بيتك بالي بوت كوش بيان خولي مار لازر خد دوي قفت شبالي نجاسنا تغيت لا دي شعبان ستحدو حلوز دوي لا شيء ماشي يلدول زومازينا دالر دولد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5236 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в России. Всего в стране коронавирусом болеют порядка 58 тысяч человек. 513 скончались, выздоровели 4420. В Ингушетии, по данным Оперштаба, за сутки выявлено 43 новых случая. Сколько всего заболевших в регионе, рассказали в управлении Роспотребнадзора. По состоянию на сегодняшний день под контролем управления находится самоизолированных на дому 691 человек. В стационарах находится по состоянию на сегодняшний день 271 человек. К сожалению, из них 30 человек находятся в тяжелом состоянии, 8 человек на аппарате искусственной вентиляции легких. По состоянию на сегодняшний день за прошедшие сутки зарегистрирован еще один летальный случай. Всего количество летальных случаев официально зарегистрированных составило 13 с начала регистрации этого заболевания. Но еще раз хотела бы напомнить, что первый случай у нас был зарегистрирован 30 марта 2020 года. Сегодня 22 апреля. По состоянию на утро количество инфицированных составляет по республике 397 человек. Но есть и позитивная динамика. У нас 50 человек с выздоровлением выписаны из стационара, либо сняты с учета из числа тех, которые находились на дому. По данным анализа, который мы провели, эпидемиологического анализа, 43% с десятыми из тех, кто у нас инфицирован был,
зарегистрировано официально как инфицированное население, у них течение бессимптомное. Легкое течение наблюдается у 15-16% всех инфицированных, и где-то около 30% составляют пациенты практически или госпитализированные, или находящиеся на дому, у которых медики посчитали возможным лечение проводить на дому. Вот такая статистика на сегодняшний день. Обстановка, конечно, сложная, но контролируемая. И еще раз хотела бы призвать всех жителей республики, учитывая вот это вот нарастание эпидемиологической ситуации. У нас рост, пик заболевания наступил несколько раньше, чем в других регионах Северного Кавказа. Поэтому еще раз хотела бы призвать использовать все средства индивидуальной защиты, все эти рекомендованные мероприятия, о которых мы вам раньше говорили. Это и соблюдение социальной дистанции, это и личная гигиена, эпидемиологическая безопасность и общественная эпидемиологическая безопасность. Каждый из нас может предотвратить или минимизировать риск от этого заболевания для себя лично и для окружающих людей. И Маснен дал маршрут. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял участие в совещании под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. В ходе заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, были рассмотрены вопросы готовности систем здравоохранения, а также координации деятельности регионов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории округа. Как было отмечено, сегодня обстановка остается напряженной и имеет выраженную тенденцию к ухудшению. На 22 апреля в Северокавказском федеральном округе всего зарегистрировано 2018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 397 в Ингушетии. За сутки количество подтвержденных диагнозов по макрорегиону увеличилось на 217. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 93 пациента. Из этого можно сделать вывод о том, что мы еще не в полной мере подготовлены к борьбе с новой коронавирусной инфекцией, тем более в условиях ее прогрессирующего распространения. Многое еще нужно сделать и в, возможно, короткие сроки. Важно понимание субъектам, за счет каких источников может и должна быть обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник. В случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах округа должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек, обратился Юрий Чайка к главам субъектов СКФО. Махмуд Али Калиматов сообщил, что на данный момент перепрофилированы и развернуты 385 коек при расчетной потребности в 253. Из них в Назрановской районной больнице 223 койки, в Ингушской республиканской клинической больнице 142, еще 20 коек в детской республиканской больнице. Глава региона проинформировал также о готовности развернуть дополнительно 400 коек на базе 4 учреждений здравоохранения. Малгобекская районная больница, Кантышевская участковая больница, Троицкая врачебная амбулатория, Ингушская республиканская клиническая больница, но при условии дооснащения их медицинским оборудованием. На сегодня в республике имеются в наличии 93 аппарата ИВЛ, из них под COVID-19 47 аппаратов. До конца мая ожидается поставка еще 10 аппаратов ИВЛ. Однако, по его мнению, если рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не прекратится, в дальнейшем возможна нехватка аппаратов ИВЛ, и в решении этого вопроса республике будет необходима помощь федерального центра. Также в ходе совещания Юрий Чайка отметил, что отдельного внимания заслуживают вопросы полной укомплектованности медицинских организаций, предназначенных для лечения больных коронавирусом, врачами-специалистами соответствующего профиля, средним и младшим медицинским персоналом. На этом направлении необходимо создать резерв специалистов, обеспечив их доподготовку, в том числе и работу с аппаратами ИВЛ. Вы все понимаете, что поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь на передовой, наиболее подвержены риску заболевания, сказал полпред. Не прекращать производство даже в период пандемии. Таков девиз работников завода «РИАК». Коронавирус, конечно, повлиял на количество производимых алюминиевых профилей, но не на качество. Сейчас перед заводом стоит стратегическая задача. Он обеспечивает материалом для строительства инфекционных больниц разные города России. Как, соблюдая меры безопасности, производят качественную продукцию, расскажет Хава Гагиева.
Первым делом обязательно медконтроль, продезинфицировать руки и измерить температуру тела. Еще одно требование – наличие у каждого работника средств защиты и дезинфекции. Если же медицинская маска отсутствует, не беда. Для сотрудников и не только их закупили здесь в энном количестве. Все это в целях недопущения заражения наших работников. Если есть хоть какое-то изменение там, общего состояния или температура повышается, мы такого человека сразу отправляем домой на самоизоляцию. И дальше наблюдаем его за его состоянием. Согласно постановлению председателя правительства Республики Ингушетия от 6 апреля, завод по производству алюминиевых профилей вошли в перечень разрешенных системообразующих предприятий. В связи с карантином из-за коронавирусной инфекции производственная мощность его на порядок снизилась. Если раньше это было 300 тонн профилей в месяц, то сейчас значительно меньше. Однако совсем останавливать работу нельзя. Завод обеспечивает материалом для строительства инфекционных больниц в другие города России. По словам исполнительного директора, важно соблюдать карантинные меры, и тогда работа никак не повлияет на здоровье. В рамках выполнения постановления главного санитарного врача, предписывающего определенный ряд мероприятий, которые работают, продолжают работу в условиях коронавирусной инфекции, есть ряд предписаний, которые, согласно внутреннему приказу, мы выполняем в полном объеме. Как вы видите, на территории предприятия ни одного человека без средств индивидуальной защиты нет, и за этим тщательно следится. Но к таким вынужденным мерам здесь давно привыкли. К слову, Аза Тумгоева трудится здесь не первый месяц. Несмотря на то, что женщина находится в группе риска, от работы не отказывается. Маскам, говорит, привыкла, ведь это нужно в первую очередь для собственной защиты. Важно просто не поддаваться панике. Дезинфекция каждые 2 часа как удар по вирусу. От массовых мероприятий, где сотрудники пересекаются в большом количестве, тут практически отказались. Неплановых совещаний не бывает, работают же парами при дистанции 1,5 метра. После первой половины дня наступает время обеда, а, как известно, столовая – одно из наиболее часто посещаемых мест. Однако для здоровья сотрудников завода здесь ввели исключительное правило. В помещение заходит не более 15 человек, а за стол могут садиться лишь по 2. В общем, маска, перчатки и дистанция стали спутниками работников этого завода, ведь важно соблюдать все меры предосторожности. А все ограничительные правила необходимы для того, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких. Хава Гагиева, Магомед Доскиев, Новости 24. Карантин и жизнь. Как сохранить психологическое равновесие в условиях вынужденной самоизоляции в период пандемии коронавируса? Много вопросов беспокоит жителей в нынешнее непростое время. Нарастает растерянность, ухудшается физическое и психологическое состояние. В этой связи глава региона поручил Ингушскому госуниверситету организовать телефонную линию. На связи с населением психологи, специалисты профильной кафедры вуза. Как не потерять внутренний баланс, знает Светлана Томова. Педагоги кафедры психологии Ингушского государственного университета оказывают по телефону психологическую помощь людям, находящимся в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Ежедневно в режиме нон-стоп они принимают десятки звонков с различными вопросами, которые беспокоят жителей региона. По словам специалистов, в основном звонят с различными страхами, связанными с якобы принудительной вакцинацией или же остаться дома на долгое время и так далее. Кандидат психологических наук Рая Погорова отмечает, что их задача сказать «стоп» тревогам, включить оптимизм и научить жить здесь и сейчас. В основном обращались и обращаются с следующими запросами. Первые дни и сейчас, конечно, на стране на первое место выходит тревога заболеть. Не только самому, и что может заболеть близкие ему люди. Потеря близких людей. Следующее это было страх попасть в больницу. Страх связан с тестированием. Почему-то люди думали, что будет массовое и принудительное тестирование. На третьем месте вопросы, которые возникали, что с нами будет, как с этим справиться. Вопросы бытового характера. Это действительно вопросы, то, что мы сегодня, как ужить на одной территории в течение суток, а не разругаться там.
понимание, осознавание того, что люди поняли, что они не были готовы к тому, что сейчас пришло так неожиданно. Наша задача психологов, это в первой и целью нашей являлась, это откликнуться на эмоциональное состояние и минимизировать его. Я перед собой ставила в большей степени задачу в некоторых ситуациях снять риск суицидального поведения, потому что это тоже наблюдалось, мало, но оно было. Одной из своих задач, которую я ставила перед собой в период консультирования и ставлю на начальный период, это было дать информацию. Сейчас в большей степени перед собой ставлю задачу укрепить, чтобы человек нашел и понял, какой у него есть ресурс, как он раньше справлялся с трудностями. Ведь каждый из нас умеет справляться. У нас есть этот потенциал, и у нас есть этот ресурс. Задача психологов – успокоить людей, находящихся в самоизоляции, подсказать, создать эмоциональный баланс. Ведь стабильно хорошее душевное состояние, которое влияет и на физическое здоровье – это важный фактор, повышающий жизненный тонус человека, отмечают специалисты. Звонки поступают ежедневно. Это неудивительно. Мы стоим перед проблемой всемирного масштаба, проблемой, касающейся всех и каждого из нас. Особенно сегодня страдают те, кто и так находится в уязвимом положении. Это женщины и дети. Большее количество звонков поступает от женщин, имеющих детей. Это и понятно, они переживают не только за себя, но и за своих детей. Мы же сегодня строим свою работу в соответствии с поступающим запросом. Оказываем психологическую поддержку тем, кто к нам обращается. В силу своих возможностей стараемся дать совет, успокоить. Предлагаем некоторые методы разрешения проблем, даем соответствующие психологические рекомендации. Нам всем это время нужно мужественно перенести, соблюдая режим самоизоляции и меры безопасности, озвучиваемые медицинскими работниками. Как отмечает заведующая кафедрой психологии Марем Тачиева, в этот непростой период сотрудники Ингушского госуниверситета на предложение создать горячую линию тут же отозвались и дали свои личные номера, чтобы люди могли им позвонить и получить помощь и поддержку. Эта работа продолжается и по сей день. Некоторые жители региона звонят как ранним утром, так и поздно вечером. Несмотря на это, зная о проблемах и депрессивном состоянии людей, каждый вопрос тщательно анализируется и рассматривается со всех сторон. Сегодня в республике, как и во всем мире, сложилась тревожная ситуация, связанная с коронавирусом. Информация о количестве заболевших людей, смертность каждый день нас беспокоит, увеличивается. И наш с вами разумный, взвешенный подход к проблеме может помочь нам выйти из этой ситуации с меньшими потерями. Имею в виду не только смертность людей, количество заболевших людей, но и сохранение психологического здоровья людей, физического здоровья, хорошие взаимоотношения. У нас есть четкое разделение проблем людей, живущих в квартирах и в частном секторе. Проблемы очень специфичны, не похожи. Если у тех, кто живет, например, в частном секторе, имеется возможность, большая площадь, возможность выйти во двор, пообщаться, даже изолироваться друг от друга, когда необходимо, то те, кто живет в квартирах, у них этой возможности нет. Кроме того, еще есть большая проблема для родителей, что они боятся отпустить своих детей на площадку. И выходит, что в силу вот этой скученности людей внутри квартиры возникают определенные проблемы. Особенно страдают в этой ситуации дети, потому что в силу своей физической активности, возрастных особенностей, они требуют нормальных жизненных условий, и в частных домах эти условия есть, а в квартирах эти возможности ограничены. Звонки принимают профессионалы, дипломированные психологи, в основном кандидаты наук, а также практикующие психологи. Потому в любой сложившейся ситуации смогут ответить на все поставленные вопросы. Светлана Томова, Новости 24. Соблюдать карантин с просьбой не игнорировать меры безопасности и рекомендации медиков к жителям региона обратился имам Магазской мечети. دائما يديني اشتح دعلا تجدق تحن خان شعبار وتوخل تحن خان شح زير خل ام بغد ويدي دي جدو حمل غدرد از دي ادلاخ وزيرن چقدال ديزوي از دي ادلاخ وين دال حبيت ابوج بول بال دنو ميخ تنجح صابر ستوغر غوچ دوخجي چقدال ديزوي شوتسا استا او خان شح ويدي دي جدو حمل غدرد عالم ناخ ياخج دول حم
حقيقة تحمل عمل يجدادخ ديزوي بوصب دينو بخحم لوردر انت الله تجدوي ازده بوصب ساقي سلوردر بوصب ساقي دين لوردر حاق لوردر رزق لوردر سي لوردر اقتبال خياغه بوصب ساقي سلوردر يعجدو الحم الله تجدوي ازبحان دولش تغن بوصب نياخ سلوردر دوح نياخ سلوردر دوحا فيه بابوش بو برتبق ماجيكش دا قول الديان تغ عبادة ديش خود ديان ماجديكش تسديزش صار تصادقي مش خوتن دواتسش داتسوي بغدا قوان شرشكح اش عبادة ديوي نيس قواتش بولش تغن بيتا كرا شلور ديا داخو وي قولوش وي عبادة ديش وي چق دولش ازبحان دولجي بياسوتسن بس وي ميخكا وبوصب دين الله تجوز دق ميخكش كا وي سن مسلج دولج وين تيها زبرت بيد الله تجبه فدي خدر در اشوك حلخ سخا وين تيها زبال دا اي بر وي چوغا يدا درج دوش لزر وي لوردوري سخا اردو دروي ميجدكي سخا واشقيت الدروي سخا تراويح لامزج الدروي سخا رز بلامزج الدروي سخا وي مسطوج ده حميت دو در وي تخنه چوغا صبر هم گوچي ديقا وي تخ صوتري شوتسا ازبحان دوجه اشوك ديج دوج دو ديخر ملغ درده شيس شيغون عبوج بوچ نيخ س لوردر دوح تخنه دال وي ياخش دوچ امرين متعدولش دال يوخويجي الله يوخوي شيسيدو قران چو شي ديغمشتا شواشوجه هلقلرını mutuslu joq şekil gişse. Tsin amrin mutahadoloji ve lordalar ve yuhqita tsaq soğutsır. Tsaq ve ibadetler, duajdar, nis qoçış boğuçnaha sağdalar, ıştı tsibil xatsa ve şutsa yıxı yaqır dixdir aşugur. Qıxetmi ojdalı, dalvin tabeyta boğuş bu yeba da ibob, satuh sabr lolduin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. Волонтеры ОНФ развернули акцию помощи пожилым людям и малоимущим многодетным семьям. В продуктовых магазинах и супермаркетах региона установлены тележки добра, в которые каждый неравнодушный житель может положить купленные в подарок продукты. Наборы потом передают нуждающимся. Об акции сюжет Даны Плиевой. Тележка, полная самых разных продуктов питания, которые совсем скоро окажутся в домах тех, кто в них остро нуждается. Всероссийская акция «Мы вместе», направленная на поддержку маломобильных граждан, стартовавшая в стране в период коронавирусной инфекции, охватила порядка 60 регионов. Одними из первых к ней присоединилась и наша республика в лице Общероссийского народного фронта. В рамках акции участники ОНФ запустили свой небольшой благотворительный сбор продуктов питания под названием «Тележка добра». В 14 различных продуктовых точках региона установлены специальные тележки, куда покупатели могут пожертвовать продукты питания. Наполнить тележку добра легко. Нужно просто выбрать товар, оплатить его на кассе и при выходе положить в тележку. Наши волонтеры-медики, они отрабатывают все заявки, которые поступают на горячую линию ОНФ. И таким образом вот эта тележка, она попадает адресно к тем людям, которые действительно нуждаются в этой помощи. Ну, не секрет, у нас достаточно таких несостоятельных, многодетных семей, которым эта помощь очень нужна и является хорошим подспорьем. Вот в таком ракурсе мы работаем, то есть творим добро, и мы все вместе. Это может быть пакет крупы, гречки, пачка чая или консервы, желательно что-то не скоропортящееся. Когда она заполняется, волонтеры раздают продукты обратившимся к ним людям. Нам сообщают торговые точки, и мы их формируем, наша бригада быстро формирует продуктовый набор, и мы выезжаем по адресам. А адреса заявки бывают уже заявлены по горячей линии. Сумринский район, Малгобекский, Назрановский.
мы все районы охватываем. Если заявки будут Жайраском, значит поедем в Жайраск. Вместе с продуктами участники акции вручают и запасы масок, шитые общероссийским движением «Матери России». Их ОНФ передала Лейла Амирханова, которая по совместительству является членом Народного фронта. Забота, оказываемая в непростой для всей страны период общественными движениями региона, искренне трогает ее получателей. Всем, кто старается, всем, кто ходит. Сейчас время трудное, да, конечно, очень трудно. Здорово увидеть, Напомним, что волонтерский штаб акции «Мы вместе» для помощи жителям был запущен в регионе еще в конце марта. Колл-центр акции взаимопомощи работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии 8 800 234 11. Обратиться туда может любой, кому необходима поддержка. Дана Плиева, Новости 24. В Ингушетии в региональных хозяйствах всех категорий к 1 апреля поголовье крупнорогатого скота увеличилось более чем на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По итоговым расчетам оно составило более 67 тысяч голов. Поголовье птицы, между тем, увеличилось на 0,2%. Увеличение овец и коз составляет 8,4%. В январе-марте текущего года в хозяйствах всех категорий производство молока по расчетам составило более 24 тысяч тонн, что на 1% больше, чем в прошлом году. От Москвы до Берлина 1814 километров. Именно это расстояние предстоит преодолеть за 23 дня тем, кто примет участие в акции «Шаги памяти» в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инициатор – Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Организаторы предлагают всей страной в онлайн-режиме дойти до Берлина с 16 апреля по 9 мая. Все желающие смогут замерять пройденное расстояние с помощью шагометров или любых других фитнес-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны. Участники могут передвигаться любым удобным для них способом – пеший шаг, бег, велосипед, самокат или фитнес-тренажеры. При этом, отметим, принять участие могут даже те, кто сейчас находится на самоизоляции или карантине. Каждый метр приближает нас к финальному месту назначения. Близится победный май. Спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны мы с гордостью вспоминаем подвиг отважных ингушей, стоявших на страже Отечества. Увековечить имена солдат 40-х призван всероссийский проект «Лица Победы». О боевых заслугах героев рассказывают потомки защитников Родины. В семье Арсамаковых хранят память о героическом предке Саадуле. Его фронтовая история в сюжете Даны Плиевой. Этот нагрудный знак военнослужащих символизирует число ранений. Золотистая линия говорит о тяжелом, а красная – о легком. Ниже под знаком орден Красной Звезды. Он был вручен Саадулу Арсамакову приказом от 22 февраля 1943 года. В боевой операции на Кубани полк, в котором он служил, оказался без боеприпасов. Старшина минометной роты, рискуя жизнью, перебирался по окопам. Ему удалось найти около 500 мин. Солдаты чаще всего медали носили в карманах, завернув в тряпочку, а ордена были всегда на груди. Кто знает, выжил ли бы Саадул, если бы не этот орден. Я почувствовал сильный удар и чуть ли не потерял сознание. И когда он себя потрогал, нигде крови ничего не было, но удар был такой силы, что так без последствий не должно было. Потом сослуживцы сказали, говорят, Саадулла, у тебя что-то, ну, шутя, у тебя что-то упало там, стекляшка, я про это. Гимнастерку, говорит, я снял, говорит, посмотрел, говорит, действительно, удар весь пошел на этот орден. Саадул Арсамаков родился в 1918 году в селе Базоркино. Поступил в военное училище, но окончить так и не успел. Он был на учениях в Армении, когда началась война. Оттуда Саадула перебросили в Майкоп. Самым тяжелым эпизодом войны для ветерана стали бои под Новороссийском. Их полк был окружен неприятелем, который каждый день сбрасывал листовки с призывами сдаться. Командиры долго совещались. Для спасения нужно было 17 смертников-добровольцев, которые должны были закрыть с собой амбразуры и дать возможность остальным уйти на север. Саадул решил лучше умереть так, чем в плену, чтобы не посрамить честь семьи. Вышли добровольцы, там среди них был отец, Газдиев с Базошкиным, и всего где-то 15-16 человек. Они все погибли, кроме отца. Его засыпало землей, в окопе он находился.
Пуля пробила каску и застряла в черепе. Очнулся ветеран в Адлерском госпитале. Оттуда его комиссовали домой. Через несколько недель, когда его организм достаточно окреп, его прооперировали в Орджоникидзе и, наконец, достали пулю. Но не успели снять повязки, как ветерана отправили в ссылку. В Казахстане Саадул стал инструктором по переселенцам. Старался помогать своим землякам. Просто не мог без работы. Дома он сидеть не стал. Обратно поехал, устроился на работу. В сельстрое он проработал. В 91-м, по-моему, так. Мы его отговорили. Хватит тебе работать. И он уволился и начал заниматься домашними. Любил скот держать. Несколько раз с войны родителям Саадула приходила похоронка, но он выжил. Пережил ссылку в Казахстан, потерю родного дома в Базоркино, воспитал 9 детей и никогда не сдавался. Саадул Арсамаков – один из миллионов советских солдат, воевавших за свою страну. В память о таких же, как он, и открыт всероссийский проект «Лица Победы». Мемориал «Дорога памяти» объединил все страницы истории Великой Отечественной войны. Войны, которая длилась 4 долгих года. Проект, организованный Минобороны страны, заключается в том, чтобы потомки тех, кто оставил свой дом, не забывали, кому они обязаны мирной жизнью, а именно родственникам, которые не сдавались и упорно шли вперед, добывая победу в Великой Отечественной. На сайте «Лица Победы» есть фотографии и биографии 150 миллионов солдат и граждан, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Благодаря этому проекту сегодня есть возможность побольше узнать историю наших фронтовиков, ведь герои живы, пока мы о них помним. Дана Плеева, Новости 24. Соблюдай дистанцию. Этот призыв отныне относится не только к водителям, но и к пешеходам. Социальная дистанция – главный фактор, играющий жизненно важное значение в борьбе с коронавирусом. Ленты социальных сетей продолжают пополняться обращениями с призывом о соблюдении правил карантина. К флешмобу «Сидим дома» присоединились и ингушские спортсмены. Сидите дома. Всю серьезность этого призыва в полной мере понимают многие, но не все. Богословы, медицинские работники, а теперь и спортивные деятели и спортсмены также призывают население к соблюдению карантина. Обращение в социальных сетях заслуженного тренера Ингушетии Султана Батырова не воспринимать вирус как далекую угрозу – это настоящий крик души. В период карантина каждый может поучаствовать в борьбе с эпидемией. Для этого не требуется ничего сложного. Просто соблюсти ряд правил. Местные спортсмены и их наставники охотно присоединяются к новому флешмобу в социальных сетях. Посыл прост и ясен. Сидите дома, позаботьтесь о себе и своих близких. Поддерживать себя в хорошей физической форме можно и на самоизоляции. Когда очень опасно находиться на улице, стадионах, фоках из-за заражения коронавирусом, убедительно прошу вас не выходить из дома и не встречаться со своими друзьями. Занимайтесь спортом дома, делайте разные физические упражнения. Это подтягивание, отжимание и специальные упражнения по своим видам спорта. Призывают население к соблюдению карантина не только заслуженные опытные деятели спорта, но и молодые спортсмены. Казалось бы, без полноценных тренировок в спортзале спортсмен становится менее конкурентоспособным. Однако призер чемпионата мира по дзюдо Руслан Албакачиев считает безопасность превыше всего. Он один из первых обратился к землякам. Могу быть, что нах лазер хакита, эзги ахуб мбаривен, больницы болбиш был урушты, эзги ахтахут мударевин. Збань, что одеха драса, цала арцидулуж, век эзги карантину, век эзги соблюдать тури, век эзги цадавари, лазер хадет лудацервен. Могу быть, что нах эзги ахуб мбивен, век цадаваш ходж, нах эзги ахуб мбитюн гуж болбиш. Флешмоб «Сидите дома» мгновенно, можно сказать, стал вирусным. Ежедневно на странице Министерства спорта появляются новые обращения с призывом соблюдать безопасность. Соблюдайте карантин, потому что ту инфекцию мы несем домой и заражаем наших стариков. Мы, может быть, как-нибудь и выживем, может быть, выдержим, но наши старики не выдерживают эту болезнь. Мы же видим, по статистике умирают в основном старики все. Я прошу вас, ради Аллаха, поберегите себя, братья и сестры.
Все эти обращения объединяет одна тема. Карантин – это не выходные, а вынужденные меры безопасности. Соблюдать бдительность, придерживаясь личного карантина, понимать всю серьезность ситуации – это единственное, что может сделать каждый из нас, чтобы не допустить распространения смертельного вируса. Идрис Ижиев, Новости 24. Танцуют все, но сидя дома. Все больше людей относятся к вынужденной мере обязательного пребывания дома креативно. И каждый по-своему старается разнообразить время в режиме самоизоляции. Так, художественный руководитель танцевального ансамбля «Сунжа» Умар Гулиев организовал на своей странице в Инстаграм видеоуроки, где он учит ребят танцевать. Подробности в сюжете Зелимхана Калоева. Танцуют все. У людей, которые умеют веселиться, карантин проходит с ноткой задора. Этот молодой парень отжигает прямо на домашней стройке. Исполнять такие пируэты может каждый. Если вы давно мечтали научиться танцевать, но никак не могли найти для этого время, да еще и карантин внес свои коррективы, сейчас на самоизоляции у каждого есть эта возможность. Художественный руководитель танцевального ансамбля «Сунжа» Умар Гулиев организовал на своей странице Инстаграм видеоуроки, где он на примере рассказывает и делится хитростями этого мастерства. Смотрите, ребята, это очень просто. Как пятку ставите, вес тела переносите с ноги на ногу, переносим вес тела. И обратно вес тела переносим. Шаг ставим сюда, пятку ставим, вес тела полностью переносится и обратно. Обязательно, ребята, переносите этот вес тела, вам будет легче, то есть с ноги на ногу. Когда все свадьбы отменены и перенесены на более поздний срок, до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не уладится, вы после долгого затишья сможете разорвать танцпол или вовсе блестяще дебютировать. Это не профессиональные движения, это бытовые движения, которые вам пригодятся на свадьбах. Шаг, пятка, подсечка, обратно. Эти видео можно считать эксклюзивными. Художественный руководитель поделился с нами уроками, которые только должны выйти в сеть. Они обновляются в Инстаграме каждый день. Помогает показать движение сын Умара Гулиева, по совместительству воспитанник танцевального ансамбля «Сунжа». Смотрите, если нога на колено у вас, видите, левая нога, значит правая рука у вас согнута впереди, а левая сзади. Шаг, руки открываем, носок, руки закрываем. Посмотрите, рука параллельно должна быть от колена вашего. Шаг, руки открываем, носок, руки закрываем. Идея организовать такую образовательную площадку Умару Гулиеву пришла не случайно. Он, как никто другой, знает, насколько важно не выходить из дома и при этом проводить время с пользой. Ведь движение – это жизнь. Более того, художественный руководитель не раз становился свидетелем, насколько некоторые люди смущаются выходить на танцпол, и нашел решение. Сегодня у них есть хорошая возможность, сидя у себя дома, научиться танцевать. И мы в этом с удовольствием будем помогать. Я знаю, что наши ребята очень стесняются, когда кто-то находится рядом, и поэтому они не танцуют. А тут есть хорошая возможность, вы дома, на самоизоляции, зашли в свою комнату и потихоньку учитесь танцевать. Формула успеха проста – желание научиться. Не стоит забывать, что танец – это часть нашей культуры, которая своим задором и драйвом сводит с ума жителей со всего мира. Поэтому сидим дома и учимся танцевать. Зелимхан Калоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.